Шарип Османович, в СМИ и различных социальных сетях обсуждаются слухи о введении в отношении Республики Ингушетия внешнего управления, то есть якобы Минфин будет ликвидироваться, и республика объявлена банкротом. Хотелось бы получить от вас разъяснение, как от компетентного органа, насколько данная информация соответствует действительности и каковы последствия для республики в случае принятия этих мер. Понятно. Во-первых, такое понятие, как внешнее управление, законодательством, бюджетным законодательством не предусмотрено. Есть ограничительные меры, они предусмотрены бюджетным законодательством, и они применяются в отношении определенных субъектов Российской Федерации. К примеру, вот такая мера, вы как знаете, значительное число регионов является получателями дотаций из федерального бюджета. И в отношении их Минфин заключает с ними соответствующее соглашение. То есть принимаются какие-то ограничительные меры. В отношении нашей республики, естественно, тоже получатель дотации из федерального бюджета, причем в значительных объемах. И мы тоже заключили аналогичное соглашение с Минфином России и ряд ограничений. Какие ограничения? Во-первых, я скажу, что мы относимся к региону, у которого доля дотации из федерального бюджета превышает 40% от собственных доходов. Вот это послужило, значит, то, что к нам принимаются определенные меры. Значит, какие санкции? Санкции их нельзя назвать, но это ограничительные меры. То есть, во-первых, мы передаем функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета с открытием и ведением лицевых счетов получателей бюджетных средств территориальному органу федерального казначейства. Что это означает? Если учреждение или организация, значит, намеревается произвести неправомерные расходы, то Федеральное управление федерального казначейства финансирование таких расходов приостанавливает. Вторая мера. Значит, введено понятие перечень основных первоочередных расходов. В перечень основных первоочередных расходов включены, значит, заработная плата, различные выплаты населению, в том числе льготную категорию, и страховые взносы. В случае, если у организации имеется задолженность по заработной плате или вот по тем социальным выплатам, которые я сказал, опять же, федеральное казначейство приостанавливает финансирование иных расходов до тех пор, пока они не погасят задолженность именно по первоочередным расходам. Вот под такими ограничениями мы уже живем с 2019 года. Соответствующее соглашение было заключено бывшим руководителем республики еще в начале 2019 года. То есть 1 июня мы находимся под этими ограничениями. Теперь касаемо вашего вопроса, это вторая мера, она предусмотрена тоже бюджетным законодательством и применяется к тем регионам, у которых непомерно высокие долги. Что значит непомерно высокие долги? Долги – это кредиты и кредиторская задолженность по социальным по обязательствам бюджета. В нашей республике, естественно, тоже попало в число этих регионов, и к ним применяются те же меры, санкционные или ограничения, те же меры, которые я сейчас выше указал. То есть они уже к нам приняты. Плюс добавок к этим мерам мы должны разработать план на 5 лет с погашением этой задолженности, и мы должны 15% от собственных доходов, значит, направить на ее погашение. Вот такие условия. В принципе, такие условия мы соблюдаем, мы под этими ограничениями уже находимся 1,5 года. Касаемо, значит, долгов. Долги, как я сказал, это кредиты, а кредиты – это те кредиты, которые получила республика, привлекла республика в 2015 по 2017 годы, 2 миллиарда рублей, и остались непогашенными. Ну, в результате разных причин, в том числе и дефицита бюджета. Значит, и мы брали бюджетный кредит в этом году 1,3 миллиарда рублей, которые успешно через пару дней мы возвратим в федеральный бюджет. То есть остается вот те 2 миллиарда, которые по тем 2 миллиардам, значит, по поручению правительства и обращению главы республики Махмута Али Макшариповича подписано соглашение с Минфином России, и эта задолженность реструктуризирована с погашением до 2029 года. То есть говорить, что она просроченная, сейчас нельзя говорить. Но второй вопрос – кредиторская задолженность по обязательствам. Она у нас высокая. Тоже накопилась 15, 16, 17, 18, 19 годы. В летом прошлого года она достигла 5 миллиардов рублей, даже выше 5 миллиардов рублей. Сейчас, благо, за счет собственных резервов, из собственных источников мы ее смогли снизить до 4,5 миллиарда рублей.
Вот эта задолженность, значит, по этой задолженности, опять-таки по обращению главы республики в правительство Российской Федерации, приезжала комиссия федерального казначейства с вопросом подтверждать, не подтверждать данную задолженность. Данная задолженность подтверждена, просроченные кредиторы 2,5 миллиарда подтвердили, и сейчас буквально в ближайшие дни будет принято решение о оказании помощи республике в ее погашению. В случае, если ее окажет, а мы надеемся на это, значит, получим эту помощь, погашим, и республика сразу же выходит из этого перечня регионов, которые как бы являются неплатежеспособными. В настоящее время бюджет республики находится в штатном режиме, никаких домыслов, что переходит в внешнее управление, не соответствует действительности. Все производим, особенно в текущем году, все социальные выплаты, и зарплаты, и пенсии, и пособия, и льготные компенсации, все осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и своевременно. Подчеркиваю, в текущем году. И, надеюсь, будет это продолжено. Так что оснований для беспокойства населения пока нету.